15 февраля, в День памяти воинов-интернационалистов в России и 32-й годовщина вывода советских войск из Афганистана, в сквере афганцев по традиции собрались военнослужащие, исполнившие свой долг защиты Родины с оружием в руках за пределами Родины, в Афганистане и в других горячих точках. Каждый год они спешат почтить память павших друзей и односельчан, которые сложили головы, защищая интересы нашей страны. Спасибо всем большое, что вы сегодня здесь есть, что помните о наших ребятах, которых уже с нами не будет никогда. Я вас всех поздравляю с 32-й годовщиной вывода войск из Афганистана. Поздравляю всех, не только афганцев, а вообще всех ребят, которые участвовали в боевых действиях и во всех военных конфликтах. Желаю вам всего самого доброго, здоровья всем вам, вашим близким, детям. На традиционном митинге выступили глава администрации города Виталий Михайлов и заместитель главы администрации Канашского района Сергей Михайлов. Они отметили, что память жива и подвиг молодых солдат не забыт. Памятное событие произошло. Наши войска были выведены из Афганистана. Много светлых голов наших граждан и наших жителей нашего города тоже отдали голову на этой войне. Но самое главное, они живут в наших сердцах. Мы вчера уже в ходе памятных мероприятий поднимали вопрос, что от нашего поколения сегодня требуется. Не забыть те боевые подвиги наших друзей, наших товарищей и передать вот эту память нашим детям. Это самое главное. Сегодня, конечно, очень тяжело родителям, близким тех ребят, которые ушли, и до сих пор они в локальных войнах уходят. Поэтому этот сквер в их честь и был разбит. Я думаю, развитию этого сквера еще будет. Дорогие друзья, вечная память нашим героям. Также в памятном митинге приняли участие военный комиссар города Канаша, Канашского и Янтиковского районов Юрий Барышов, председатель районного отделения Российского союза ветеранов Афганистана и Всероссийской общественной организации «Боевое братство» Герман Николаев и другие представители союзов воинов-интернационалистов города Канаша, Канашского и Янтиковского районов, пограничников и ряда других горячих точек. Воины-афганцы всегда являлись примером. Мы хотели быть похожими на вас, совершать те же подвиги, быть достойными своим младшим братьям. И вы по сей день являетесь для нас, для всех, для молодого поколения примером. И мы хотим равняться на вас. Поздравляю вас с праздником! Собравшиеся высказали слова благодарности участникам боевых действий в Афганистане, их родителям, родным. Отметим, что в афганской войне с 1979 по 1989 года из Чувашской республики участвовало более 6 тысяч парней, в том числе из города Канаша и Канашского района 629 ребят. 18 из них сложили свои головы и выполняя интернациональный долг. От имени родителей воинов-интернационалистов выступил Михаил Киселев. Сегодня вывод из Афганистана. Наш сын вообще-то он таджикско-афганской границы, погиб в 95 году. Ну, наш день, конечно, тоже памятный, потому что самое главное, то, что нет больше войны. Войны вроде нет. Значит, не будут гибнуть больше наши ребята. А то, знаете, наверное, после Афганистана сколько еще народу погибло? Возьмите Таджикистан, Чечня потом. И по сей день все еще гибнут люди. Вот это самое, чтобы люди, чтобы народ не гиб. Я вам расскажу вот один случай. Ну, не случай, можно сказать, как это. Просто после 95 году, где-то начали, к осени, приехали с Москвы вручать орден. Орден мужества посмертно. Ну, я работал в то время еще. Они приехали к жене. Жена с ними не стала, конечно, разговаривать, они ко мне. Тогда еще глава города был Николаев, Чернов Николай Иванович, покойный. А военкому был Забульский. Они ко мне приехали на работу, говорят: Михаил Владимирович, пойдем. А то жена, говорит, нас не пустит сейчас. Но я приехал. Приехали домой, значит, приехали мы в эту администрацию и вручили нам орден мужества посмертно. И тогда он, я помню, сказал, говорит: Михаил Владимирович, отец, мать, простите нас за такой подвиг, ему надо было давать Героя России. Ну, знаете, говорит, время какое было. А если немного рассказать о подвиге, я, конечно, со слов ребят, которые приехали, его привезли тогда, они говорили, что был большой переход границы, там 1500 басмачей эти перешли границу и перекрыли нашу заставу пограничную. А пограничная застава, командир заставы был его друг. Когда позвонили, говорит, мол, если вы сейчас на выручку, кто-то должен идти. И вот 1500 наших ребят и 600 казахстанцев должен был вести как минимум подполковник.
а повел мой сын. Он был тогда еще только лейтенантом. Ну и когда они уже все освободили, уже оттуда идут ребята уже навстречу, и мины, и их накрыло. И сразу 16 человек погибло. 6 наших и 10 казахстанских. Это было 95 апрель месяц, 10 апреля. У меня всю жизнь, конечно, мечтал был. Но я его воспитывал так, что защищать родину, хлеб всему голова. И он всегда у меня мечтал быть военным. Всегда говорил: папа, я буду генералом. Ну и он, конечно, был. Когда он первый на полгода в Таджикистан отправили его, он приехал в отпуск. Говорит: пап, извини, но еще продлевает еще на полгода. Я говорю: ну что, полгода же уже прошло. Он говорит: пап, после полгода мне дают неочередное звание, и я еду в академию. Участники митинга память погибших почтили минутой молчания и возложили венки, цветы к памятникам. Митинг завершился традиционным общим фотографированием на память.